Эти красивые, ловкие и очень грациозные звери – обитатели заповедника Сарыташ-Ирташ. Они – властелины гор. Барсы предпочитают одиночный образ жизни. Каждая взрослая особь выбирает определенный ареал обитания, который для других хищников находится под запретом. Иначе Эльбирс будет сильно злиться. Слышите, да? Как будто злится. Здесь проживает примерно 18 особей. Каждый хищник идентифицирован в фонде по защите снежных барсов. Специалисты отличают их по пятнам на шкуре и по тому, как они себя ведут. Ведь у каждой особи свои повадки. Есть отдельные фрагменты, да, которые отличаются друг от друга. Но у них пятна, как наши отпечаток пальцев. Можно сравнивать и определить каждую особь. А по внешнему виду можно определить? По внешнему, да, вот именно получают. Некоторые особи имеют какие-то отдельные признаки, да, например, у одного там, кончик уха немножко там имеет царапину, да, или шрамы на лице. Вот эти отдельные фрагменты, которые показывают каждую особь, да, но если нету таких сильно отличающих признаков, тогда мы идем на эти пятна, сравниваем пятна. У фонда по защите снежных барсов главная задача – создать безопасную среду для этих уникальных обитателей дикой природы. Где-то популяция хорошие показатели дает, где-то не очень хорошие дает. И мы выясняем, почему барсов мало где-то, да? И там выясняем угрозы барсу. У нас сейчас, к сожалению, много разных угроз популяции. И мы действуем именно, принимая меры, чтобы искоренить факторы, которые влияют на численность барсов. Например, болезни домашнего скота передаются диким копытным. И дикие копытные, если снижается численность, то барсу пищи мало. И мы, получается, устанавливаем ветеринарные расколы, где местное население может провести вакцинацию домашнего скота. На сегодня, по предварительным подсчетам, в Кыргызстане обитают примерно 400 особей горных хищников. Наша страна активно ведет работу по сохранению снежного барса. В этом направлении президент Садыр Жапаров на 79-й сессии Генассамблеи ООН с высокой трибуны призвал ООН провозгласить Международный день снежного барса. Совместно с 11 странами мы работаем над защитой этого уникального животного. В этой связи я имею честь объявить о внесении резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Международного дня снежного барса и прошу всех поддержать эту инициативу. Жители горных регионов ежедневно сталкиваются с нехваткой воды, продовольственной безопасностью, бедностью и ограниченным доступом к базовым услугам. Эти страны не должны оставаться один на один со своими проблемами. Мы признаем мировое сообщество к активным действиям и решениям этих вопросов. Усилия Кыргызстана по сохранению уникальной природы Центральной Азии приобрело глобальную значимость. Мировое сообщество поддержало инициативу президента Садыра Жапарова, и Генассамблея ООН приняла резолюцию. Теперь снежный барс имеет свой собственный день в международном календаре. Глобальная программа, она подразумевает именно подсчет численности снежного барса. То есть на сегодняшний день при поддержке профильного министерства экологии, да, была разработана методология оценки снежного барса. Будет во всех странах ареала в рамках этой методологии вестись подсчет снежного барса. На следующий год, в 2025 году, в рамках уже исполнения резолюции, мы в Кыргызстане планируем провести очередное заседание управляющего комитета с участием всех 12 стран. Будут вопросы касаться, знаете, разработки проектных предложений как регионального аспекта, так и трансграничного аспекта. По сохранению снежного барса у нас, как вы знаете, в 2023 году снежный барс был признан национальным символом. И на этом этапе у нас были проделаны следующие работы. Это, получается, мы внесли изменения в законодательство, нормативные правовые акты. Получается, мы увеличили штрафные суммы. Это, получается, до этого было 1,5 миллиона, а в настоящее время это 2 миллиона. Теперь 23 октября будет отмечаться Международный день снежного барса. Отметим, что у нас властелин гор признан национальным символом Кыргызской республики. Снежный барс также является показателем стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает 1/3 глобальной территории.
Ахмер Нурдинова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.